Здравствуйте. Накануне мы уже рассказывали о том, что городской суд Якутска признал недействительным заключение государственной экологической экспертизы относительно первого участка проекта расширения трубопроводной системы Восточная Сибирь Тихий океан. Сразу после этого ряд общественных организаций нашей республики, а они выступили инициаторами этого судебного рассмотрения, вновь обратились к президенту Путину и премьеру Фродкову. Подробности после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Власти Якутии оценивают количество пострадавших во время паводка на реках в 3,5–4 тысячи человек. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Артур Алексеев. Паводок 2007 года прошел в целом по прогнозу, которым располагало правительство. Самое главное, что мы не допустили гибели людей и домашнего скота, а также большого ущерба зданиям и сооружениям, сказал Алексеев. Вице-премьер также добавил, что во время паводка было подтоплено или затоплено полностью 1500 зданий и сооружений, главным образом жилье. Как и год назад, сказал Артур Алексеев, все пострадавшие жители получат компенсацию в 1000 рублей. Да, это сверх 10 тысяч, которые будут выплачены каждой семье. Ранее мы уже сообщали о фактах нарушения сотрудниками ГАИ федерального законодательства, в частности, возврата водителям удостоверений вопреки судебным решениям. И вот прокуратура республики сообщает сегодня о возбуждении в Мирном в Якутске сразу 29 уголовных дел по самым таким фактам. Ответственность за превышение должностных полномочий предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Да, совершенно верно. И, в общем-то, можно задаться таким вопросом. Интересно, проштрафившиеся гаишники потом смогут снова выйти на большую дорогу или нет? А в Алдане городской суд признал виновными 2 граждан, которые были уличены в попытке купли-продажи почти 2 килограммов промышленного золота. Его стоимость оценивается в 905 тысяч рублей. Предварительным следствием было установлено, что один из участников этой несостоявшейся сделки хранил это золото аж с 2001 года у себя в тайнике. Суд приговорил обвиняемых к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1,5 и 2 года. Несколько студентов в дни паводка были госпитализированы с острыми кишечными инфекциями. Не исключено, что они заразились во время проведения аварийных работ. Роспотребнадзор проводит расследование. Все контактировавшие с больными проходят курс профилактического лечения. Анатолий Геннадьевич, вот позволю себе начать с такого, может быть, бестактного вопроса. В общем, не секрет, что общественные организации у нас довольно часто достаточно так лояльно относятся к властям. Часто выступают, так сказать, от их имени, когда те затрудняются по каким-то причинам высказать свое официальное мнение. Вот то, что касается проекта ВСТО, сколько вы здесь в данном случае солидарны с властями республики? Вообще строительство нефтепровода Восточная Сибирь Тихий океан – это правильное направление. И в этом направлении и руководство Республики Саха-Якутия, и вот общественные экологические организации, они в этом солидарны, в основном. И другой вопрос. Общественные экологические организации первых дней настаивают из-за того, чтобы этот нефтепровод был надежным. Больше мы ничего не желаем. Но вот впервые по-моему, общественные организации экологические решили обратиться в суд. Ведь прежде не было такого. Почему? Да, вот это раньше мы, в основном это, я уже как сказал, о рабочем порядке и правительство, много раз мы обращались, и в основном мы общий язык находили. В этот раз мы общий язык не нашли. В основном мы общий язык не нашли не правительство Республики Саха-Якутия или, например, президент Республики Саха-Якутия, а именно надзорным органам, Ростехатомнадзором. И это федеральная структура? Да, это федеральная структура, которая надзирательная структура, которая должна была именно фиксировать нарушение закона, и чтобы все законы, федеральные законы должны быть пройти правильно. И в этом отношении они в нарушении всех законов утвердили технико-экономическое обоснование. В связи с этим мы обратились в суд, общественность. И первая победа есть, но в этом мы не радуемся, кстати. Кстати, дело в том, что, как я уже говорил, все это должно быть
первоначальном стадии все должны было бы исправляться, не должны были нарушаться федеральные законы. Ну, то есть у те рекомендации, которые экологи общественные давали, да? Да, и вот этот, в связи с тем, что суд вынес решение, ну суд-то выносит решение именно соответствие федеральных законов или несоответствие. И нашли они как раз несоответствие федеральных законов, как раз как мы говорили. И вот поэтому, я еще раз говорю, мы не радуемся в этом, что этот федеральный орган нарушает федеральные законы. И исправление должно быть. Ну, конечно, они будут сейчас кассационные жалобы делать и так далее. Мы в этом готовы. Как вы считаете, насколько вероятность того, что вот решение суда низшей инстанции будет отменено? Ну, я считаю, что, скорее всего, не будет отменено, потому что здесь это невооруженным глазом даже видно нарушение федеральных законов. И, кстати, Транснефть не первый раз проиграл в это суда, и Амурской области проиграл в судах, и этот Приморском крае. Поэтому, как я знаю, вот третий случай проигрыша Транснефти в нарушениях именно федеральных законов. В Амурской области, например, это работник Транснефти получал взятки. И поэтому там 500 тысяч рублей. И поэтому уголовное дело было возбуждено, и его, как положено, наказали в уголовном порядке. А в Приморском крае не хотели представлять общественности материалы, и они через этот суд были представлены. И поэтому здесь федеральных законов Транснефтью дальневосточными регионами имеются. И вот, например, недавно вспышка гепатита в этот районе Нерюнгри, это, например, результаты тоже нарушения федеральных законов. Из-за того, что и учета людей не было, и плохая эпидемиологическая обстановка была, и они должны были контролировать и так далее и прочее. Это тоже нарушение федеральных законов. Если это решение суда будет сохранено, то на практике это что означает? Это обозначает, что начиная уже 11 мая все работы должны в первом участке переостановлены в связи с тем, что технико-экономическое обоснование это неправильно. И поэтому судебные приставы должны принимать меры. Анатолий Игнатьевич, а как вы думаете, вот в принципе, скажем, если будут учтены все ваши предложения, замечания, которые были высказаны при общественном обсуждении этого проекта, это действительно система будет безопасной для нашей республики? 100% гарантии при техническом исполнении никто не даст. Техника есть техника, но вот это более безопасно это было бы, это потому что климатические и геологические, географические и геология и вот сейсмология Якутии это особенность. И в связи с тем, что в последнее время все наблюдают изменения климата и так далее, прочее, а вот эта структура Земли тоже меняется. И в результате сейсмичность увеличивается вот это на территории Республики Саха-Якутия. Это не только Якутия, во всем мире изменение идет геологической структуры Земли. Учет это ведется научно-исследовательскими институтами. А научно-исследовательских институтов в городе Якутска достаточно. И они в течение последних 20 лет очень хорошо изучили. И и рекомендации общественности, на самом деле, если так разобраться, это рекомендации научного общества Республики Саха-Якутия, это которые в течение 20 лет от государства кушали, как принародно говорят, кормились, деньги получали. Но не использовать это государственные такие денежные средства, которые были потрачены для науки, это, например, мы не понимаем. А что, действительно вы представляете, что стройка может быть приостановлена? Насколько это реально? Да, стройка должна быть приостановлена. Другое дело, насколько долго, это другой вопрос. Может быть, например, на 2 дня, на 3 дня, может на 3 месяца, может на 3 года. Это уже будет зависеть, как они быстро будут исправлять ошибки. Если будут учтены, скажем, пожелания, рекомендации по сейсмичности, по каким-то другим вопросам, то есть это же повлечет, видимо, какие-то капитальные затраты. То есть нужно будет не просто приостановить работу, а, скажем,
ну, я не знаю, использовать какие-то другие материалы, приемы, методики, то есть вот в этом смысле насколько... Да, вот это, да, это инженерными решения, например, именно и организационными решениями, это небольшие такие издержки, и, кстати, такие издержки при ходе планирования работы, они предусматриваются и в том числе и денежные. На этом все. На этой неделе. Но уже через 2 дня новая неделя принесет новые события, новые переживания. Давайте пожелаем напоследок друг другу, чтобы переживания эти были главным образом позитивные. Ну и кроме того, чтобы мы с вами удачно встретили и, конечно же, хорошо провели предстоящие выходные дни. Всего доброго!